Всем привет из солнечного Сочи. На связи Красная Поляна, комплекс отдыха Беларусь. Заселился в отель, 4-й корпус, 2-й этаж у меня с балконом, и на эту сторону вид. 9 января. Вот такая сегодня погода. Дождь перестал. Сейчас будем ехать в Красную Поляну, подниматься на 960 метров. А у меня балкон вот здесь вот где-то, вроде бы, или здесь. А вот здесь, скорее всего, да. Потом покажу вид с номера. Так, ну все. Будет включение чуть попозже. Прогуляемся пока по территории. Сейчас уже буду ехать на канатную дорогу на Красную Поляну 960. Туман такой плывет туман. Плывет туман, плывет туман. Четвертый корпус. Тихо, спокойно. Ветра нету. По температуре не знаю, где-то плюс может 6, где-то плюс 5, где-то так. Сейчас спросил в ресторане, это, ну, там какой чай, кофе, если в номер нет доставки, у них нету в номер прокат горных лыж. Вот, поэтому будем завтракать в отеле, а обедать, ужинать где-нибудь в Эстасадке, скорее всего, или в Розе. Чайника в номере у меня нету, у меня номер стандарт с балконом. Ну, обычный номер такой со всеми удобствами. Все как бы такое необходимое есть, но только вот чайника нету, да. Если захочешь попить чай сам или кофе, там у них перед входом кофейня есть, можно кофе выпить там.
Вот такая красота здесь зимой. А когда 2 года назад я сюда приезжал, я на велосипеде здесь катался, я занимался на вот этой спортивной площадке. Ставил велосипед и занимался. Вот такие виды. Дождь наконец-то перестал. А что-то впереди там отель. Елочка он стоит. Включение из канатной дороги. Красная Поляна. 960 метров. Поднимаемся на 960 метров. Кабинка, правда, такая вся грязная после дождя. Особо не видно. С 540 поднимаемся на 960 метров. Куда я поднимался на велосипеде отсюда по дороге, где машины поднимают. Но я поднимался осенью, а сейчас зима. Информация разная. Время почти 3 часа дня. Последний спуск в районе 9-10. А нет, в районе 11 даже вечера. Блин, ничего не видно. Вот такой вид сзади. Эта кабинка чуть-чуть так как бы раскачивается, что ли. Та, вроде на которой я поднимался на Газпром на 1660, она вроде медленнее так, ну, то есть как-то плавнее, что ли, поднималась. Дождь недавно только закончился. Вчера весь день шел. И сегодня утром. Так, интересно, что там на 960 снег есть. Птички поют. Такс. Поднимаемся еще выше. Сейчас должно быть дорогу видно автомобильную.
кабинка рассчитана, наверное, на человек 6. Раз, два, три. Ну да, где-то на человек 6. 5-6, я думаю, где-то так. Тут может написано. Так, уже поднимаемся почти 5 минут. 4:40. Много кабинок здесь. Прям одна за одной. Ну, наверное, самая популярная высота, самая, так скажем, низкая. Потому что на Розе Хутор там 1100. Первая высота. На Газпроме 1440 вообще, а здесь 960. Поднялись, что ли, уже здание, видны он. Ну да, получается, уже поднялись на 960 метров. Туман, туман. Ну да, вот корпуса какие-то начинаются, да, вот уже поднялись. Вот течет река, звук такой, да, поднялись. Здесь туман, сплошной туман. Все, сейчас будем выходить. Ой, ой, ой. Ой. Качает как. Пойдем, а это Реликтовый лес на 1460 подъем. Я хотел туда подняться, но вот не знаю, подниматься сейчас туда или нет. Блин. Вечернее катание. Сейчас увеличим здесь, посмотрим.
Так, куда пойдем? Инструкторы. Туман. Туман везде. Не знаю даже. А вон можно сейчас туда сходить. В реликтовый лес. Ну блин, там туман. Скорее всего, там сегодня делать нечего, если здесь туман. На 1400 поднялся бы, да. Так, а что там? Туман. Тут гололед еще. Скользко. Не почистили. Не почистили. Вот ресторанчик какой-то. Сейчас. Зеленые какие-то растения, деревьев в снегу. Красиво здесь. Блин, жалко, что сегодня туман. Очень жалко. Ух ты. Ух ты. Скользко здесь. Да. Не растаял снежок. Туман. Сплошной туман. Не растаял. Качели. Качели, качели. Да. Тел. Ну вот тел. Ресторан вверху. Травишки. Туалет. Новотел. Сейчас поднимемся. Посмотрим. Ресторан, ресторан.
Что, поднимемся наверх. Сюда вот. Я тоже держу. Посмотрим, что здесь. Что за ресторан здесь? Снежок лежит. Ой, надо рюкзак одеть нормально. Да, жалко, что сегодня туман. Ну, хоть дождя нету, и то хорошо как бы. Ух, куда поднялись. Капец. На самый верх. О, какая здесь красота. Ничего себе. Прикольно. Туман только везде. Кругом. Куда-то дорога еще он идет. Да. О, дерево раскололось. Красиво. Красиво. Перекусить, что ли?
Какая красота здесь. Красная Поляна 960. Я, конечно, здесь не был. Я только на велосипеде здесь катался. А по таким местам, по кафе, по ресторанам не ходил особо. Была теплая погода. Осенью я катался больше на велосипеде. А сейчас вот зимой больше катаюсь на канатной дороге. Получается. И так, пешие маршруты. Там-сям. Что такое океан любви этим смелым парням и вида не вида. Путеводная им помогает звезда. Добрый. Борщ есть у вас? Борщ, оливье. А с чем вкуснее? А семга сильно слабо, да? Давайте с семгой. Так, а попить какой вкусный чай есть? Горный, это будет красномолянский чай с добавлением гринейших. Это он травяной или цитрусовый? Он травяной. Травяной, А если цитрусовый? есть облепиха, есть имбирь. Это апельсин или мандарин? Есть марокканский, это чай без чая. Фрукты с мятной. Фрукты с мятой. О, давайте фрукты с... Хорошо, марокканский. Сделаем. Два кусочка хлеба. Все. Спасибо. Только меню я еще посмотрю.
Спасибо. Рекомендации по работе. Да. Спасибо. Спасибо. Включение из Красной Поляны 960. Вышли из кафе-ресторана. Вот такая сейчас погода. 9 января. Почти, можно сказать, вечер. Спустимся по ступенечкам. Туман такой вот красиво вообще так. Ух, захватывает дух. Пообедал так отличненько. Там еще какие-то пришли музыканты с гитарой, с большой. Ну, я там видео снимал, потом
выставлю с гитарой, с какой-то флейтой, что ли, и какой-то еще инструмент был непонятный. Как скрипка, гитара и, по-моему, флейта. Или как она там правильно называется. Ну, в общем, там по видео потом можно посмотреть. Вот такая атмосфера сейчас на 960 метров. Снег что-то падает на голову. Сыпет снег. А вот лифт, который можно подняться на самый верх или спуститься. Ресторана этого, где я только что был. Фух. Будем добывать снег. Вот такая атмосфера здесь сейчас. Вот такой туман в горах. Вон на тех кабинках мы поднимались сюда наверх. Красиво. Катаются, наверное, выше там, что ли, на 1440 в реликтовом лесе. Потому что здесь я никого не наблюдаю. Вот этих кабинки в реликтовый лес поднимают на 1440. Спускаться вниз на 550, ой, на 540, а это на 1460 подниматься. Я не знаю, наверное, не буду подниматься сегодня, а может и буду. Сейчас посмотрим. В общем, а вот куда-то Тюбинхасский веревочный парк. Да-да-да. Спуск с колясками. Посмотрим сейчас, что здесь. Каштан. Только поели. Да, мы тоже только поели. Здесь скользко, наверное.
приехали. Штуки. Прикольно. Короче, каток. Скользко, что-то они тут туда не прочистили. Дальше дорожку. Могли бы прочистить. Подъемник. Ну, этот эскалатор наверх сделали на улице, сделали как в этом в торговом центре. Так, пойдем посмотрим сейчас. Ну, я здесь был везде, я здесь на велосипеде ездил. Здесь все. Но то на велосипеде. А это пешком пройдемся, посмотрим. Академия райдеров. Прокат, инструкторы. Корпоративный центр Сбербанка, ресторан. Красивый вид. Если дальше сейчас встать, посмотрим дальше сейчас вот так издалека, вот так, ну да, красиво. Спустились чуть ниже. Крепость, крепость. Сейчас пойдем сюда. Походим. Посмотрим этот горный городок. 960 метров.
сюда спустимся. Спустимся, посмотрим чуть ниже. О, там что-то распыляют, что ли, или что-то идет за дым такой. Откуда это так парует? А, какая-то вышка, что ли, с вышки, ну да. Угу. Прикольно. Создает такой туманчик. Красиво. Отель. Красота вот такая сейчас. Мне надо подняться сюда наверх. Все-таки. Ну там можно было пройти, но лучше сейчас здесь пройдем. А с Краснополяна 960 хорошо видно Розу Хутор 1100. Заснял на видео. А здесь прохода нет, понятно. Значит, дальше там пройдем по улице выше. Фух. Наелся так хорошо. Борщ, оливье и чай еще с десертом. Даже не знаю, буду ли я ужинать. Ну, хотя еще рано. Может, буду часов 9. Через 5 часов, в принципе, да. Захочется еще перекусить. Пройдем, посмотрим здесь. Пройдем еще здесь. Посмотрим. Красивое здание в таком цвете. Интересном. Отель какой-то, может, корпус какого-то отеля. 7-й корпус. Наверное, какого-то отеля, да. Корпус. И номера получается. Ну, на эту сторону, да. Ни о чем. А вот на ту сторону, да. Сейчас пройдем. Посмотрим вид. Вот
там вид, да. А тут что? Панорама, поляна. А, тут у них вот так вот, я понял. Тут у них нет такого вида. Прям за этим зданием вон еще одно здание. Поэтому, вот боковые, если, да, вот он столик стоит, вот 2 номера боковые, и он, да, можно выйти на балкончик посидеть. Так, снеговики. Что у нас здесь? Тоже просто спуск в самый низ, и все. По-моему, были тут какие-то лавочки. Вон какое-то кафе, что ли. Вот там вот ниже. А вон и Роза Хутор. 1100 метров над уровнем моря. Красота вот такая. Так, время у нас 16:15. Что, мы уже подняться все-таки в реликтовый лес. 960 тысяч, это, грубо говоря, 500 метров выше. Интересно, сколько это, минут 15 подниматься? Какой 15? Не 15, я думаю, наверное, минут, если мы сюда поднимались, 550, с 540 на 960, 5 минут. Грубо говоря, там может максимум минут 7-8, где-то так, ну максимум это 10 минут, да, подниматься. Просто, что мы здесь уже походили везде, там по правой стороне только не пошел, не посмотрел. Ну так, в принципе, все, правда, не знаю, подниматься нет, там может быть туман, ничего не видно. А может и видно, кто его знает. Надо спросить последнего, сколько спуск. Академия единоборств есть. Можно здесь пройтись еще. Хотя, что здесь? Ну, пойдем. Пройдемся, посмотрим колонны. Это не колонны. Ну да, колонны, вон, чего. Красивые такие, белоснежные. Так, что, пойдем сейчас. Сейчас пойдем правее все-таки. Здесь типа смотровая, что ли.
типа да. Типа смотровой. Посмотрим. Вот так вот. Вот это вид отсюда. Обалдеть. Красотища. Красотища. Ну, Роза хутор. Вот это вид. Шикарный вид. Просто шикарный. Едем наверх или нет? Вот в чем вопрос, да. Едем наверх или нет? Вот это вид, обалдеть. Обалдеть вид. Так, вот туда, наверное. Куда это ведет? Пройдем мы там. Аптека. Да, виды здесь тоже обалденные на такой высоте. Тут строят или реконструкция. О, красота какая. Обалдеть. Скай мода какая-то. Магазинчики. Да, тут что-то на реконструкции. Спортивный магазин. Ну, тут и цены, я думаю, нормальные. Так, ну туда дальше смысла нет идти, там отель он желтый. Ну, вид на горы вообще, конечно, обалдеть. Не надо, что будет. Не надо, что будет. Не надо, что будет. Так, ну что, он уже канатка. Едем или не едем? Время сколько у нас там? Ну, то мы поднимемся уже как раз и потемнеет. Но заката сегодня мы не увидим. Как бы. Электрокар. О, здесь кант. Этих кантов
полны-полно. Полно кантов. Улица Горная 5. Так. Ну, в принципе, мы так прошли здесь везде. Вот теперь решить надо, подниматься или не подниматься. Вот в чем вопрос. Сейчас я подумаю. Может быть, завтра. Красиво, красиво очень. Сегодня хоть и такая пасмурная погода, но тем не менее красиво. Едем на экскаваторе. Такой вид. Виды, конечно, да. Так, этот что-то медленно едет. Виды. Так, ну вот мы на месте. Люди поднимаются, нет. Интересно сейчас. Это на спуск садится. Это на спуск. Так, ну что, решила все-таки подняться наверх. 1440, кажется, или 1460. Плавно идет, не спеша. Так, сейчас покачает немножко. Вот такой вид сзади у нас сейчас. Эта кабинка тоже такая вся после дождя. Будем уже спускаться по темноте. Ручеек течет. Здесь спускаются лыжники.
походу. Ну да, вот здесь спуск. Капец. Да, лыжи. Такой вид сзади. Стал стоя. Да, вид, конечно, обалденный просто. Ну а я на велосипеде, получается, к водопаду Поликаря поднимался с оттуда, где я только что сел на канатную дорогу. Я с оттуда поднимался на велосипеде на 1000, сколько там было у подножия водопада Поликаря? 1500, да, где-то так. Водопад Поликаря вот там вот, с той стороны. Придумали ж эти канатные дороги, завал. Закат вон там где-то. О, тут играет музычка. Красота. А некоторые люди сели на 2200, но я на 2200 пока не хочу. Я пока так. О, какая-то скала. Ух, капец. Вон куда мы сейчас поднимемся. Тут даже вон освещение есть. Вот столбы. Тут катаются, скорее всего, лыжники. По-любому. Вид, конечно, просто огонь. Обалдеть вид. Лыжники, да, по-любому катаются здесь вечером. Да. На спуск идти. На лыжах. Так, сколько там? 5 минут? 5:20. Он сказал 7 минут подниматься. Красота. Ну, конечно, здесь снега полно. Тоже, в принципе, как и там, где я был на Газпроме на 1440. Так, а здесь сейчас будет выход. И потом можно выйти, а можно не выйти и поехать дальше на 2200. Но я на 2200 сегодня не еду, я выхожу здесь. Так, что у нас тут? Какое-то здание. Что-то он, да. Ух, какие виды, огонь просто. Так, сейчас мы выходим здесь, да, проехали 6 минут 15 секунд. Обалдеть виды. Шикарно просто. Так, все, сейчас мы здесь встаем. «6:35», да, сейчас. Ой, о, качает как. Открывайся.
21 градус. 16:46. Еда. Вон какая-то канатка, то, наверное, на 200. Ну да, скорее всего, там на 2200 подниматься. Посмотрим, что у нас здесь. Красота, лепота. Какой-то ресторанчик. Сугроб. Можно посидеть. И вот какой-то ресторанчик. Вот. Обалдеть. Конечно, он закат. Так, туалет, что-то там написано. Вниз идти. Обалдеть. Что-то смотрим здесь. Виды. Ух. Тут машины стоят, он чистит снег. Красотища какая. Вон закат там где-то вдалеке. Красота. Что тут? 200 рублей, что-то бросить, посмотреть, да? Сейчас мы рассмотрим так. Ух, красотища какая там. Так, а то у нас Красная Поляна, насколько я понимаю. Да, красотища. Но тут уже ветер, да. Тут уже ветер дует. А на 2200 там, наверное, вообще задувает. Тысяча 460 метров. Красная Поляна. Ой, не пихтовый, реликтовый лес. Вот такая красотища здесь вечерняя. Просто огонь. Просто огонь. Красная Поляна он внизу. Вот такой ресторан здесь. Сугроб. А он канатка пошла на 2200. Но я сегодня туда не еду. Спускаемся с реликтового леса 1460 метров на 960 метров. Вечер, 5 часов уже. Такие, о, там внизу виды. Обалдеть. А вон этот. Роза Хутор 1100. Вечерний вид. Да, там он закат. О! Вот так спускаемся вниз. Музычка, не пойму, где играют, в кабинке, что ли. Такая релакс. Ходу, да. Это садок он там.
Красная Поляна там осталась. Вот такие вечерние виды у нас в горах. Снега полно здесь на такой высоте. Хотел попить чай, но здесь одно кафе закрывается в 5 часов, а второе в 5:30. Ну, которое второе, на первое не успел, а во второе зашел, а они уже кассу закрыли. Я, ну ладно, раз закрыли, значит, в следующий раз. Ветра нету, тихо, спокойно. Нет, здесь ветер был, там вверху что-то поддувало. Это здесь внизу на 960 тихо, спокойно. А там вверху чуток ветерок был. Вот такая красота, в общем, здесь у нас вечерняя. Чуть-чуть осталось. 3:40, ну, грубо говоря, минута 30 осталось. Он уже виднеется. Да, вот уже подъезжаем. Речушка где-то течет. Так, спустились на 960 метров. Ну и сейчас спустимся на 540 метров. Сейчас чуток, может, здесь пройдемся еще, посмотрим виды. Отсюда с 960 на 2200 стоит билет взрослый 2200 или 2300, что-то вот так, чтобы подняться. А другого пути подняться нету. Пешком, только если это весна, лето там или теплая осень.
А зимой пешком как бы такое себе занятие по снегу. Подниматься. Поехали. А вот вечерний вид. Вот здесь вот такой. Ух, красотища какая. Обалдеть виды. Вечером по-своему красиво. Особенно он роза. Роза. Опять, наверное, будет видно плоховастенько, но тем не менее видно, да. Красота вот такая. 5:30 вечера. Людина машина либо приехали снизу, либо заселяться в отеле. Тут их штук 5-6 где-то. Так, ну идем уже садиться вниз, будем спускаться. Темнеет уже. Темнеет и темнеет, уже почти темно. Будем спускаться на 540 Вестасадок. Только вот интересно, получается, поднимаемся мы в Вестасадке на Красную Поляну 960. Вот. Почему нас звали, ну, Красная Поляна? Нас звали уже тогда Вестасадок 960. Как-то непонятно. Ну, то есть канатная дорога с Вестасадка, а называется эта верхняя часть как бы городка горного Красная Поляна. Уже бы назвали, да, Вестасадок, или сделали тогда уже канатную дорогу с самой Красной Поляны. Но это же далеко, поэтому да. В общем, загадка. Непонятно, почему так. А вот вид обалденный. Красота. Обалдеть. Заселяться в отель. Зашел в Кант посмотреть, что там у них есть. Особо ничего нету. Маленький магазинчик. Люди в отельчик приехали заселяться. Наша канатная дорога вниз. Поедем сейчас. Сходим, может, на елку, что там посмотрим, что-то есть какая-то движуха, или уже все, праздники закончены.
люди с ресторанов, с кафе, с магазинов домой едут. По канатной дороге тоже живут где-то, я не знаю, где они живут, или в Красной Поляне, там живут, или может в Вестосадке, может какое-то есть дешевое жилье. Не отели 3 звезды, 5 звезд там. Какие-то, может, гостевые дома, квартиры сдаются. А как-то повернутись на нем. Конфеты тут. Конфеты тут. Дождик. Спустились с реликтового леса. Все, теперь спускаемся вниз. Спустились вниз на 540. Эстосадок. Вечер. Вечер. Пойдем прогуляемся к елочке. Елочка, зажги. Красная Поляна. Горы уже не видно с этой стороны. Такая красота здесь вечером. Покажи начало. Лени, олени. Фрукты. Квиксилвер, день сурка. Можно зайти потом в Квиксилвер назад. Или сейчас? Нет, лучше зайти сейчас. Посмотрим, что там в Квиксилвер есть интересного. Альп Индустрия. Зайдем, посмотрим потом. Облака у нас впереди. Какие? Уже почти потемнело. Там он между небом и горами такой просвет синеватый. Нормально.
что, свернем на елку. А тут еще торговый центр есть, можно будет зайти потом. В Кант зайти можно. Там мне какая-то пришло бонус какой-то хороший на скидку. Купить что-нибудь. Вон елочка. Забыли. Кажется, там сейчас никого, ничего нету. Никаких концертов уже. 9 января уже все, праздники закончились. Праздники закончились. Там все налят кому-то. Совершенно сцену разобрали, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Апартаменты К. Кофейка, что ли? Попить. Бургер Кинг. Нам Бургер Кинг не нужен. Много так машин стоит. А, наверное, уже никто не выступает, не поет, конкурсы никто не проводит. Сейчас возьмем кофеек, посидим. Бургер Кинг. Попил кофейка возле елочки с десертиком. Сейчас идем сюда, торговый центр. Зайдем, походим. Так, где тут вход? Здесь вход должен быть. Тоже спортмастер. Кто-то заказал.
Вечер, Красная Поляна, вернее, садок. Сейчас будем ехать в отель Беларусь. Так что до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.